Здравствуйте, меня зовут Елена Владимировна Хайрудинова, я врач-гериатр. Про активное долголетие поговорим немножко. Старение – это естественный физиологический процесс организма, поэтому здесь ничего страшного нету, что человеку 60 лет и старше. Вот. Потому что с возрастом снижается интенсивность обменных процессов в организме человека, растет риск развития многих заболеваний. Но несмотря на это, получается, в силах каждого человека оставаться здоровым, активным и в пожилом возрасте тоже. Современная наука считает, что человеческий организм рассчитан на 120-150 лет жизни. Да. Продолжительность жизни человека зависит в первую очередь, конечно, от образа жизни, как человек ведет себя. То есть курит, например, какие-то продукты нехорошие кушает, алкоголь употребляет. На 20% зависит от окружающей среды, и только всего лишь на 10% зависит от врачей и от медицины. Отсрочить старение помогут соблюдение режима труда, отдыха, питание сбалансированное, физическая активность умеренная, психологический климат, умственная нагрузка и безопасное поведение дома. Ну, конечно, отказ от вредных привычек. Если правильно составить распорядок дня, то можно спокойно вести образ жизни для себя в пользу. То есть, вот примерно распорядок дня указан здесь. То есть пробуждение, выполнение домашних дел, прогулка, приготовление обеда, послеобеденный отдых и, конечно, активная деятельность. То есть поход в гости, посещение кинотеатров, например, вечером ужин, прогулка на свежем воздухе обязательно. Комната должна быть хорошо проветриваемой, постель должна быть удобной, не мягкой, не слишком мягкой. Перед сном хорошо прогуляться, чтобы сон, так как у многих пожилых людей часто бывает бессонница, поэтому сон немножко, прогулка вечерняя хорошо улучшает сон. Питание должно быть рациональное и полноценное, конечно. Как сказал Лев Николаевич Толстой, если бы люди ели только тогда, когда они очень голодны, если бы питались простой, чистой и здоровой пищей, то они не знали бы болезней, и им легче было бы управлять своей душой и телом. Режим питания должен включать 3 основных приема пищи обязательно, то есть завтрак, обед и ужин. А все остальное, допустим, дополнительное какое-то питание, оно должно быть по необходимости, то есть то, что врач написал. То есть если сахарный диабет у человека, например, то включать дополнительные какие-то перекусы. Из способов кулинарной обработки рекомендуется использовать щадящие режимы, то есть тушение, варенье, запекание. Ни в коем случае не жарение и не копчение, вот так получается. И водный режим тоже нужно соблюдать обязательно, то есть не менее 2 литров в день воды принимать нужно. То есть если даже сердечные болезни какие-то, то есть сердечная недостаточность, то все равно необходим водный режим, то есть хотя бы 1,5 литра в день пить воды обязательно нужно. И также, конечно, ограничить потребление сахара в чистом виде до 6 чайных ложек. Лучше, конечно, кушать фрукты, овощи, ягоды вместо сахара. Поваренную соль ограничивать тоже до 5 грамм в сутки, то есть включая все, что сварено, и не досаливать пищу. Лучше, конечно, употреблять специи, то есть хоть петрушку, укроп, вот эти вот вещи вместо соли. Необходимо отказаться от продуктов с высоким содержанием соли. Это копчености, колбасные изделия, консервированные продукты, соусы, соленья. Как я сказала уже, исключить досаливание готовых блюд. Чтобы обязательно в диете присутствовали белки. То есть потребность в белках у пожилого человека выше, чем у людей молодого и среднего возраста. Источниками животных белков являются молочные продукты, рыба, птица, говядина, телятина. А растительного белка – крупы, бобовые, орехи. Но, с другой стороны, бобовые немножко следует ограничивать, поскольку они вызывают и вздутие живота, то есть и бурление, урчание в животе. Жиры тоже необходимы в рационе. То есть предпочтительно здесь жиры растительного происхождения, то есть оливковое, подсолнечное, льняное масла в количестве примерно 2 столовые ложки в день. И ограничить потребление животных жиров, то есть сливочного масла, сливок, сметаны, топленого жира. Углеводы тоже необходимы в рационе пожилого человека. Здесь необходимо включать в рацион сложные углеводы и пищевые волокна. Это такие, как овощи, фрукты, ягоды, каши из гречневой, например, овсяной крупы, проса, пшена, хлеб грубого помола. Ограничивают рис, мучные макаронные изделия,
манную крупу, картофель и, конечно, сладости. В рацион обязательно включать нужно овощи и фрукты. То есть рекомендуется хотя бы 500 граммов овощей съедать за день. То есть одна порция овощей включает в себя один крупный фрукт, то есть это или яблоко, или груша, или апельсин. Можно, например, 3-4 ягодки сухофруктов или 3-4 штучки мелких фруктов. Это абрикосы, сливы. Что можно сказать по холестерину? То есть, чтобы снизить уровень холестерина в крови, необходимо в питании исключить снимать кожу с птицы перед приготовлением. В качестве кулинарных жиров использовать растительные масла, употреблять обезжиренное молоко, нежирный кефир, творог, отдавать предпочтение нежирным сортам мяса. И также сократить потребление продуктов, богатых холестерином, то есть это субпродукты, мозги, печень, почки. То есть лучше кушать обычное мясо, то есть говядину, телятину хорошо. Второй главный компонент продления активного долголетия – это движение, конечно. То есть двигательная активность – это одна из самых мощных факторов, позволяющих успешно противостоять процессам старения, сохранить энергию и продлевать активный образ жизни. Люди, которые ведут активный образ жизни, выглядят на несколько лет моложе своих сверстников, предпочитающих проводить свободное время на диване. Двигательная активность способствует раскрытию резервных капилляров, улучшению питания тканей, активизации обменных процессов, нормализует, активизирует кровоснабжение головного мозга, повышает сократительную способность сердечной мышцы, приводит к нормализации артериального давления, частоты сердечных сокращений. Еще двигательная активность улучшает минерализацию костной ткани, препятствует развитию остеопороза, способствует снижению массы тела, улучшает риск развития ожирения, укрепляет мышцы, связочный аппарат, сохраняет подвижность суставов. Физические нагрузки, которые рекомендуются людям пожилого возраста, это можно утреннюю гимнастику включать в свой режим дня, то есть в течение 15-20 минут. Ходьба в умеренном темпе, по 30 минут, например, ежедневно. Пешеходные прогулки. Кто привык, например, или кто еще не умеет скандинавской ходьбы, можно будет освоить плавание, лыжные прогулки, но это по мере своих сил. Важную роль играет умственная нагрузка. То есть часто у пожилых людей немножко снижается память, поэтому здесь какие советы можно дать? Разгадывать кроссворды, решать логические задачи, читать книги, пересказывать прочитанное. Или даже, например, посмотрел какую-то передачу, какой-то фильм по телевизору и рассказал. Допустим, рассказал жене, например, что увидел, какой фильм пересказал. Так, стихи учить, песенки учить с внуками, например, очень хорошо. И создавать, конечно, благоприятный психологический климат. То есть уметь радоваться каждому дню. То есть жизнерадостные люди живут намного дольше и качественнее, чем злые и раздражительные. Позитивно мыслить лучше, стараться общаться с позитивными людьми, находить время для собственных интересов и увлечений. Потому что у многих людей остаются свои же увлечения. То есть некоторые столярничают, некоторые рисуют хорошо, некоторые много всяких хобби у людей. Поэтому стараться не забрасывать все эти хобби свои. Отказ от вредных привычек, то есть курение и алкоголь очень негативно влияют на пожилых людей. Все заболевания, они обостряются, и продолжительность жизни уменьшается. То есть курильщик, например, сокращает свою жизнь на 15-17 лет. Конечно, курение вызывает чаще всего рак легких, хронический бронхит, эмфизему легких, ИБС, которая тоже приводит к уменьшению продолжительности жизни. Последствиями курения являются это разрушение зубов, заболевания органов дыхания, как я сказала уже, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как цирроз, например, раковые заболевания. И отказ от курения в любом возрасте позволяет сохранить здоровье и продлевает жизнь. Головной мозг является одним из главных мишеней алкоголя, то есть его концентрация здесь оказывается намного выше, чем в остальных органах. Злоупотребление спиртными напитками приводит к гипертонической болезни, к инсульту, к ишемической болезни сердца, к развитию панкреатита, энтероколита, язвенной болезни желудка, гепатиту и циррозу печени. Отказ от злоупотребления алкогольных напитков – одно из условий сохранения здоровья. Пожилые люди очень часто принимают очень разные препараты, то есть от многих заболеваний, и от стенокардии, и от гипертонии, и от сахарного диабета, и до бронхита. То есть целая кучка
таблеток получается. Здесь лекарства нужно принимать только по назначению врача и не по совету соседей или средств массовой информации. И врача нужно всегда информировать о том, какие препараты вы принимаете и какие пищевые добавки принимаете. Если на какой-то препарат, допустим, случилась аллергия, обязательно нужно будет сообщить об этом врачу тоже, чтобы он знал уже. Ну и, конечно, хочу сказать, что активное долголетие – это всегда ясная память, хорошая физическая форма, позитивный оптимистический взгляд на мир, социальная востребованность. При грамотной систематической работе над собой все это вполне доступно для каждого человека. То есть старение организма – это еще не предел, то есть можно спокойно продолжать жить в ясном уме и в свежей памяти.